Лжеинвесторы – это мошенники, которые маскируются под успешных предпринимателей или финансовых консультантов, предлагая выгодные условия вложений. Но на деле их цель – это обман и присвоение ваших денег. Сейчас я постараюсь дать ответы на самые популярные вопросы. Один из них – как распознать лжеинвестора. Первый признак того, что вы имеете дело с мошенником – это если вам обещают сверхдоходы без рисков. Настоящие инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют доходность 50 или 100% в месяц, это явный признак мошенничества. Второй признак – мошенники давят на срочность. Вы от них услышите такие фразы: «Только сегодня, успейте до конца недели». Именно такие фразы создают искусственный ажиотаж, чтобы вы не успели проверить информацию. Третий и самый простой по определению признак – это то, что у мошеннических схем нет прозрачности и документов. Настоящие инвесторы предоставляют договоры, лицензии, отчеты, а лжеинвесторы избегают официальных документов или предлагают устные договоренности. А еще мошенники требуют деньги сразу. Перевод на частные счета, криптовалютные кошельки без договора – это тревожный сигнал. Лжеинвесторы часто используют поддельные отзывы и имидж. В социальных сетях на их сайтах вы увидите фейковые скриншоты счетов, купленные отзывы, истории успешных клиентов. Но знайте, что все это лишь часть манипуляции. Чем же опасны лжеинвесторы? При общении с мошенниками такого рода вы потеряете деньги. Это самый очевидный риск. Вас вовлекут в финансовые пирамиды, и ваши вложения могут пойти на выплаты предыдущим инвесторам. Мошенники украдут персональные данные, и далее мошенники могут использовать ваши документы для незаконных операций. Как защититься от лжеинвесторов и не потерять свои кровные, а также как все-таки можно заработать на инвестициях, мы поговорим далее с нашим гостем. Сегодня темой нашей передачи про деньги в инвестициях. Доверять можно только проверенным инвесторам с прозрачной историей. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман. Будьте бдительны и инвестируйте разумно. Как вы уже поняли, далее в нашем новом выпуске передачи про деньги мы продолжим говорить об инвестициях. Доверять можно только проверенным инвестиционным компаниям с прозрачной историей. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман. Будьте бдительны и инвестируйте разумно. И сегодня у нас в гостях Платонова Светлана Александровна, финансовый советник, управляющий брокерской компанией и эксперт по финансовой грамотности. И вместе с ней мы постараемся раскрыть всю правду об инвестициях, разберем основные инвестиционные схемы и подробнее расскажем вам о том, какие безопасные механизмы существуют в мире инвестиций. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Вы как сотрудник, как управляющий брокерской компании, расскажите, пожалуйста, как вообще складывается ситуация на рынке в сфере инвестиций именно? Я не устану повторять, и сегодня тоже повторю, то, что я говорю на всех передачах, на которых я была с вами, о том, что необходимо повышать уровень финансовой грамотности. Когда человек начинает более глубоко заниматься своими личными финансами, он уже понимает, что даже ведение учета доходов и расходов, казалось бы, это очень обыденная, довольно простая вещь, Оказывается, это довольно сложно. И если это делать регулярно, это еще и как-то получается довольно скучно, Но это делать необходимо. Чем выше становится уже уровень финансовой грамотности человека, тем лучше он понимает, что чудес не бывает. А когда люди хотят получить высокую доходность и сразу, это какая-то наверное, детская мечта, вера в чудо, скорее всего. Про волшебника в голубом вертолете, да? Что-то такое, да. Вообще всегда говорят так, что нами движет, людьми всеми, в основном два чувства, Особенно если мы говорим про инвестиции.
Это страх и это жадность. И когда мы видим рассказы о том, как жертвы стали отправлять деньги мошенникам, да, ими движет что? Одна часть говорит о том, что их запугали, то есть им звонили по телефону, говорили какие-то вещи, и действительно человек, испугавшись, поддавался уже влиянию мошенников и начинал делать какие-то вещи, которые привели к такому плачевному результату, что он остался и без денег, порой еще и без жилья, да, без единственной крыши над головой, еще и с кредитами. Такое тоже может быть. Да? Это первая часть жертв. А вторая часть, когда начинаешь их слушать, они говорят о том, что поверили в то, что могут очень быстро заработать очень много денег. То есть получается, что кем-то движет действительно страх, а кем-то движет жадность. Поэтому вот эти моменты тоже желательно, конечно, человеку считывать, да, что сейчас происходит, почему мне сейчас звонят и что-то предлагают, и что я в этот момент чувствую. Если меня торопят, если что-то баснословное мне предлагают и говорят, что это все гарантировано, скорее всего, это, конечно, мошенники. Ну вот как проще всего человеку понять, действительно это существующий инвестиционный продукт, который ему предлагают по телефону, либо это вообще выдумка, чья-то злая выдумка, да, которая может привести только к потере денег. Вот вообще хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали, что на рынке инвестиций вообще продается, покупается. Понятно, вот мы приходим в банк, да, нам предлагают вклады. Он говорит, разместите деньги во вклад, разместите на депозит и так далее. Если нам нужны деньги, мы идем, мы оформляем кредит и на выгодных условиях. А вот в брокерских компаниях и инвестиционных компаниях, что они предлагают сейчас? Всегда начинаю говорить о том, что любые инвестиции всегда сопряжены с рисками. Это самое главное, что нужно учесть. Любая инвестиция, даже на обычном брокерском счете, в нормальной брокерской организации, если вы сделали что-то неправильно, а это связано с тем, что у вас все-таки недостаточно, наверное, знаний, да, она может привести к тому, что вы потеряете свои деньги полностью, даже на обычном брокерском счете. Поэтому человек, который не обладает определенными знаниями, да, у которого только-только начинаются первые шаги в инвестициях, он все равно будет так или иначе какие-то деньги свои терять. Соответственно, что касается инвестиций, лучше выбирать наиболее такие инструменты, которые подвержены наименьшему риску, хотя сами по себе инвестиции – это рискованное предприятие. Тут ассоциация должна быть с активным бизнесом. Да? То есть мы же знаем, что не каждый предприниматель, не каждый бизнесмен во всех своих, может быть, у них несколько проектов, да, и он не может быть успешен во всем. Да? И где-то он теряет свои деньги, а где-то он зарабатывает. Таких проектов может быть множество. Да? А у человека, возможно, это единственный единственный способ попробовать себя в инвестициях, открыв брокерский счет. Да? Он, например, не хочет заниматься активным бизнесом. Да? То есть это больше затрат и так далее. Брокерский счет, конечно, в этом плане удобнее, скажем так. Пассивный доход, да, получить? Да, для того, чтобы получать пассивный доход, да, для того, чтобы у него это был способ накопления, сбережения, и сверху он бонусом получал бы, допустим, дивиденды или общий рост своего портфеля. Это такая ситуация, допустим. Какие продукты, если говорить про инвестиционные продукты, да, в связи с тем, что у нас такая сейчас на рынке сложная ситуация, скажем так, да, такая высокая волатильность, видно, что когда-то у нас истерически все растет, когда-то у нас все истерически падает, да, у нас портфель становится то красный, то зеленый. Конечно, это очень влияет на наше эмоциональное состояние. В такие периоды желательно, конечно, вкладывать в какие-то короткие облигации, когда вы даете в долг кому-то, предприятию или государству, то есть, допустим, Российской Федерации, да, свои деньги, за это вам выплачивают купон через какой-то период. Есть возможность получать купоны ежемесячные, есть раз в квартал, есть раз в полгода. Вы выбираете так, как вам удобно. Да? И желательно, чтобы это были с коротким сроком погашения. И второй вариант, который оптимальный в такой ситуации, это, конечно, паевые инвестиционные фонды. Когда этим паевым инвестиционным фондом управляет
управляющей компании. То есть это профессионал. Конечно, вам придется заплатить комиссию, да? Она будет не такая высокая, но вы не будете переживать по поводу того, что мне купить, что мне продать. За это делает за вас эту работу делает управляющий. То есть у него есть определенный штат сотрудников, у него есть своя стратегия, он по этой стратегии действует. Да? И в этом плане вы, конечно, будете более спокойны. Ну, есть еще возможность, конечно, получать налоговые вычеты. Это уже как бы более такие сложные вопросы. Но вот в данный момент что можно предложить? Это вот облигации, да, короткие облигации надежных эмитентов или, допустим, дать в долг государству в виде облигаций федерального займа, либо паевые инвестиционные фонды. Как же все-таки человеку проверить, действительно ли существует этот брокер, действительно ли существует этот продукт, который предлагает по телефону почему-то брокер. Вот, потому что мы как-то с вами записывали выпуск, да, вот в предыдущих передачах, вы прям четко сказали, что ни одна брокерская компания не ведет холодные звонки, то есть это могут быть максимум там какая-то персональная рассылка и все, ну, только согласие человека. То есть если человек сам заходит на сайт и регистрируется там, допустим, ну, чтобы ему отправили предложение, да, ну, обратный звонок заказывает. Ну, вот. А когда человеку вот позвонили, либо он увидел всплывающее окошко, да, какого-то сайта и перешел туда, вот что ему конкретно нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников? Рекомендую всегда, когда вам звонят незнакомые люди с предложением каким-то, даже инвестиционного характера, да, или какие-то вообще непонятные звонки, непонятно с какого региона, вообще не разговаривать. То есть даже не продолжать разговор. Просто положить трубку. Почему? Потому что, возможно, есть какие-то методики, которыми пользуются мошенники, что вы не сможете потом прервать этот разговор. Поэтому желательно с ними вообще не вступать ни в какие беседы. Что касается, как можно определить, это, псевдоброкер или это мошенники и так далее, да, самое главное, это у брокерской организации, у финансовой организации должна быть лицензия, выданная Центробанком. Соответственно, мы заходим на сайт Центробанка и проверяем. Сами заходим? Мы сами заходим на сайт Центробанка, cbr.ru, и в реестре финансовых организаций нужно найти ту компанию, которая вам позвонила и предлагает вам продукт. Но я все-таки рекомендую не разговаривать с незнакомцами, да, то есть вообще не продолжать никакой разговор. Потом, у нас сейчас век интернета, в любом случае нужно смотреть отзывы. Причем отзывы не только положительные, но и негативные, да, и на разных сайтах. То есть это может быть сайт, где публикуются только отзывы, да, это может быть что-то типа просто поисковика, да, где мы ищем, где находятся, да, предприятия, организации, да, и после этого мы делаем определенный вывод, что это действительно действующая организация, у которой все в порядке, либо там есть какие-то все равно намеки на то, что это что-то мошенническое. То есть отзывы нам, в общем-то, могут помочь. Но там тоже надо иметь в виду, что отзывы бывают и специально заказанные, да, слишком положительные. Это тоже как бы должно навевать нас на мысль, что, возможно, тут не все чисто, надо быть аккуратным с этой организацией. Самое основное, это, конечно, наличие лицензии Центробанка. Еще такой момент. У каждой организации, в принципе, есть свой сайт, официальный сайт. И если на этом сайте нет никакой ссылки на то, что имеется такая лицензия. Если есть какие-то, даже банальные орфографические ошибки, то это уже должно нас навевать на мысли о том, что это сайт какой-то просто, сделанный как картинка для нас, да, чтобы мы просто посмотрели, что там все красиво, и у этой организации просто есть сайт. Но за этим сайтом могут находиться люди, которые там имеют какие-то не очень хорошие намерения. Да? И нас должно насторожить, если организация зарегистрирована где-то за границей, то есть не у нас в стране. То есть мы должны понимать, что у нас в стране свое законодательство, то есть нас защитят, нас регулятор может защитить, мы можем обратиться в Центробанк, да, можем обратиться в органы МВД и так далее. А если организация находится за рубежом, вы туда деньги отправляли, как мы будем потом разбираться с этим? Это будет очень сложно. Поэтому, тем более, да. Да, и если это что-то зарубежное, скорее всего, это все-таки схема такая мошенническая. Угу. Получается, сразу должно насторожить человека, что если нет лицензии в Российской Федерации,
компания иностранная, значит, это уже компания должна попасть под подозрение. И если на самом сайте нету никаких ссылок на лицензии, именно у нас в стране, в Российской Федерации, и если есть какие-то орфографические, грамматические ошибки. То есть довольно часто вот именно, когда на скорую руку делают сайт, этих ошибок, всяких там опечаток и так далее очень много. Да? Играют, конечно, на такой эмоции, как жадность, когда показывают, что графики растут, надо успевать. И второй момент – это когда торопят. Нам не дают времени даже подумать, нам не дают времени даже сделать паузу. То есть это уже должно насторожить. Да? И самый главный момент, о котором я забыла сегодня упомянуть, но сейчас я это скажу, да? В инвестициях не может быть никаких гарантий. Это запрещено законом, гарантировать доходность. Могут вам показать историческую доходность, что вот какой-то продукт, значит, на истории 5 лет назад, на протяжении 10 лет, или 25 лет, или 20 лет показывал такую-то среднюю доходность. Вот исторически на графиках мы это можем посмотреть, но мы вообще не знаем, что будет в будущем. Мы не знаем, что будет в следующем году, через 2-3 года. У нас нету там хрустального шара или еще каких-то там способов. Мы не пользуемся картами там волшебными какими-то, чтобы сказать, что действительно вот мы вам гарантируем такую-то доходность. Это запрещено законом. Поэтому, когда вам такое говорят, ну, это действительно вы разговариваете с мошенниками. Это, ну, это точно. Да? Тут уже даже, 100%. Тут даже сомнений нет. Да? И очень удивительно, когда вот кто-то хочет тебе просто помочь насильно, получается. Да? То есть, да, я хочу, чтобы ты стал миллионером. Почему именно я? Почему ты хочешь мне помочь, чтобы я стал миллионером? Ну, это очень странно, да? Ну, как бы обычно так не происходит. 100% так не происходит вообще никогда. Да, поэтому это же чудеса. Поэтому надо все-таки отключать иногда. Быть ребенком – это хорошо до определенного времени, да? Детскими болезнями нужно переболеть в детстве, поэтому давайте мы вот про чудеса, конечно, будем думать. На Новый год, например, да, какие-то такие праздники. Но что касается наших денег, деньгами нужно всегда заниматься самостоятельно. Не кто-то должен заниматься вашими деньгами, финансами, да, вы этим должны заниматься сами. Даже если у вас есть брокерский счет, даже если вы через управляющую компанию это делаете, да, вы все равно должны повышать свой уровень финансовой грамотности. Вы должны наблюдать за новостным фоном, вы должны переспрашивать, интересоваться, что происходит с вашим счетом. Это определенная работа. Да? И в этой связи я что хочу сказать. Вот довольно сложно даже заниматься просто личными финансами, да? Сделать так, чтобы у нас была подушка безопасности, чтобы у нас была приемлемая кредитная нагрузка, да, которая не превышала бы 30% от наших ежемесячных доходов. Довольно сложно это сделать, чтобы это было регулярно, да, и чтобы это у нас было очень эффективно. И плюс еще заниматься инвестициями и контролировать все вот эти процессы. Это довольно сложно. Поэтому основная эта задача у нас какая? Себе сделать так, чтобы нам было хорошо. Если вы себе усложняете и вы не можете контролировать еще и вот эту часть, то, скорее всего, она пока вам не нужна. Это сложно. И мы в инвестиции отправляем какие деньги? Мы же отправляем те деньги, которые нам в ближайшее время не понадобятся. То есть это свободные денежные средства, которые вы хотите, с учетом того, что, возможно, вы на этом заработаете, возможно, у вас сверху получится какая-то вот, ну, там, дивидендная доходность какая-то, да, купонная доходность, тоже там, как бы тоже не гарантировано, да, но мы думаем, что, возможно, там, через 3-5 лет этот счет вырастет, да, поэтому мы стараемся инвестировать. Стараемся заработать на тех деньгах, которые свободны и нам в ближайшее время не понадобятся. Если это не ваша ситуация, если вам деньги понадобятся вдруг там, через полгода, через год, то лучше пойти просто в банк. Да? Потому что сейчас банковские вклады уже второй год можно рассматривать как условно инвестиционный продукт. Почему? Потому что таких высоких ставок по накопительным счетам, по депозитам давно не было, поэтому этим можно воспользоваться. И там ваши деньги будут все-таки застрахованы агентством по страхованию вкладов на сумму до 1 400 000 рублей. Это же это выгодно. Это более надежное вложение получается, чем на брокерском счете. Да, а по долгосрочным программам, получается, там указом президента, по-моему, сумма увеличена в 2 раза. То есть не 1 400 000, а, по-моему, 2 800 000. Вот сумма именно по программе долгосрочных сбережений.
Вот, и Ну, это накопительный. немного другой продукт, да. Я вот сейчас говорю именно про короткий срок, да. Если, например, вам понадобятся деньги через полгода, через год, тогда проще, конечно, вот обычный банковский вклад или депозит. Ну, это вполне логично. Да. Вот, получается, что люди в основном приходят за тем, чтобы быстро заработать, да? Вот они, ну как, Да, хотят можно... быть инвесторами, чтобы быстро заработать. Ну, смотрите, это как раз-таки напрямую связано с уровнем финансовой грамотности человека, который желает очень быстро и много заработать. Когда у человека невысокий уровень финансовой грамотности, он как раз в такое верит, да, что можно за короткий срок сделать просто иксы. То есть очень, очень много процентов доходности можно сделать за короткий срок. Когда человек настроен долгосрочно, мы понимаем, что у человека есть определенный уровень средней или выше среднего финансовой грамотности. Он читает определенную литературу, он погружен в эту тему, да, и поэтому он хочет себе сделать долгосрочный портфель. Вот как раз-таки с таким подходом инвесторы, они добиваются больших успехов, чем спекулянты. Спекулянты – это те, которые хотят сделать за короткий срок, да, очень хорошую доходность, заработать и верят в это. Я хочу сказать, что среди спекулянтов в основном это люди, которые потом теряют свои вложения, да, там очень маленький процент успешных спекулянтов, скажем так, трейдеров, он где-то примерно, ну, наверное, 5% от общего числа трейдеров. Это вот успешные трейдеры, это их профессия, это их работа. То есть они как в шахту спускаются каждый день, и они знают определенные законы рынка, это их работа, это их ремесло, это их профессия. Да? Мы говорим про инвесторов, частных инвесторов, про людей, которые вкладывают действительно свои свободные денежные средства. Сами они работают, да? Сами они занимаются другими делами какими-то, у них бизнес есть, или у них работа есть, да? Но есть свободные деньги, так называемые излишки. Вот они занимаются тем, чтобы вложить эти излишки для того, чтобы передать потом это своим детям, да? Через какой-то определенный период. Это совсем другое, это две разные вещи, да? И если человек хочет очень быстро много заработать, и при этом у него очень низкий уровень финансовой грамотности, то 100% можно сказать, что этот человек деньги свои потеряет. И это будет его, так сказать, расплата за опыт, скажем так, да. И вообще, когда человек, некоторые сознательно хотят стать трейдерами, потому что думают, что у них получится. Возможно, у них получится, но чтобы это попробовать, нужно какие-то деньги отправить для получения этого опыта, соответственно, чтобы потерять эти деньги, а потом попробовать другую какую-то стратегию, и, возможно, там повезет. То есть это все равно все сопряжено с рисками. Да? И вот спекулянтов чаще всего вот ожидает именно такой результат, что они либо все могут потерять, либо останется какая-то небольшая часть. И тут я хочу сказать так. У нас основная задача, когда мы приходим на фондовый рынок, открываем брокерский счет. Да? Вот если бы об этом говорили чаще, и везде бы, вот на каждом углу об этом, если бы говорили, возможно, спекулянтов было бы меньше, возможно, было бы меньше потерянных денег. Да? Это я говорю, причем про обычный брокерский счет, не про мошенничество. Я вот хочу сказать, что можно потерять деньги даже на обычном брокерском счете при неправильном подходе. Да? Мы принесли деньги на наш брокерский счет. Допустим, это 100 тысяч рублей. Вот так наша задача – это не сделать из него 200 тысяч через определенный период, а задача сделать так, чтобы через определенный период это были бы те же 100 тысяч рублей. Хотя бы, да. Да. Ну или ладно, 95. Вот это наша задача – сделать так, чтобы наш депозит на брокерском счете не таял. Вот это основная задача. Все остальное, заработанное сверху, это можно считать бонус. Бонус. Сверху бонус, да. Это нужно рассматривать как инструмент накопления и сбережения все-таки. И только потом, если нам приходят там купоны, дивиденды, вообще общий рост портфеля, вот тогда можно рассматривать просто как бонус сверху. Вот тогда будет как-то, во-первых, удобнее, понятнее, и у вас будет такая задача, что вы должны будете сделать так, чтобы у вас не уменьшался ваш депозит, то есть чтобы ваши деньги не терялись. Это основная задача. Спасибо большое, Светлана Александровна. Мы продолжим говорить
об инвестициях в ближайших выпусках нашей передачи. И, уважаемые телезрители, это не последняя в этом месяце наша встреча. Да? На следующей неделе мы опять будем записывать еще новые выпуски. Пожалуйста, подключайтесь к просмотрам и желательно, конечно, делитесь ссылками на нашу передачу, потому что информация очень ценная. Спасибо большое, Светлана Александровна, еще раз. Благодарю, что вы принимаете участие с такой интересной и сложной темой, как инвестиции. Ну и будем работать дальше. Спасибо вам. Не теряйте свои деньги. Если вам поступило сомнительное инвестиционное предложение с заманчиво высокой доходностью, важно действовать не только быстро, но и последовательно, чтобы избежать потери денег. Вот пошаговая инструкция, что необходимо сделать в первую очередь, и для вашего удобства на экране вы видите эту инструкцию, а именно те действия, которые необходимо произвести, чтобы не стать жертвой мошенников. Первое. Не торопитесь и не поддавайтесь давлению. Мошенники часто создают искусственную срочность. Только сегодня, акция закончится через час, уже 10 человек вложились. Именно эти фразы мошенники буквально вбивают в голову собеседника, чтобы тот не смог среагировать правильно, а именно проигнорировать такие призывы. Настоящие инвестиции не требуют мгновенных решений. Второе. Проверьте источник предложения. Поищите информацию о компании или человеке в интернете. Есть ли официальный сайт? Зарегистрирована ли компания? Обязательно проверьте через сайт Федеральной налоговой службы или Центрального банка Российской Федерации. Есть ли негативные отзывы или разоблачения? Этот вопрос тоже вас должен интересовать. Обязательно проверьте соцсети и фото. Часто мошенники используют чужие имена и фотографии. Ну и третий. Это проанализируйте условия. Тревожные сигналы – это гарантированная доходность. В реальном мире так не бывает. Перевод на частный кошелек – это тоже большой вопрос, потому что легальные компании работают только через банковский счет юрлица. Секретная стратегия – это если человек не сможет объяснить и не может объяснить, как он получает прибыль. Если эта ситуация описывается собеседником вам в телефоне, то это развод. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Обратитесь к независимому финансовому советнику. Не тому, кто предлагает вложения, а к человеку, который в личной офлайн-консультации лицом к лицу может рассказать вам все в деталях. Обязательно почитайте мнения на форумах, поищите отзывы. Можно даже спросить в Центробанке или в МВД, если предложение, допустим, выглядит как финансовая пирамида. Ну и, конечно же, не переводите деньги без договора. Нет договора – нет сделки. Даже если вам предоставили договор, проверьте, чтобы в документе были реквизиты компании, четкие условия возврата средств, подпись и печать, если это юридическое лицо. Можно попробовать отменить перевод, если еще не прошло время. Обязательно пишите заявление в полицию. Соберите доказательства, скрины переписки, номера кошельков, реквизиты и так далее. И запомните, если предложение кажется слишком выгодным, скорее всего, это ловушка. Лучше пропустить 10 сомнительных сделок, чем один раз потерять все деньги. Доверяйте только проверенным инструментам и регулируемым компаниям. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Старайтесь больше доверять официальным источникам информации и проверять на достоверность все поступающие к вам предложения. Особенно, если это касается ваших денег. До новых встреч в эфире!